Сегодня официальные Бишкек и Москву объединяют не только экономические интересы, но и широкие связи в области образования, науки и культуры. К примеру, со вступлением республики в Евразийский союз практика последних лет показала, что перед Кыргызстаном стали открываться все новые перспективы в гуманитарно-образовательном направлении. Вдобавок, необходимо отметить, что русский язык в нашей стране имеет официальный статус. Безусловно, что настоящий фактор служит основой для двухсторонней интеграции и коммуникации, поскольку отношения между Кыргызстаном и Российской Федерацией носят многогранный характер, то любая совместная деятельность невозможна без участия высокообразованных специалистов, говорят эксперты. Кстати, мало кто знает, но вот уже на протяжении последних 12 лет наш стратегический партнер в лице Российской Федерации активно оказывает помощь школам Кыргызстана, снабжая храмы знаний необходимой учебно-методической литературой. Я очень рада, что нашим школам регулярно оказывается подобная поддержка. Вы сами знаете, как храмы знаний остро нуждаются в учебных пособиях. Дети – это наше будущее, а потому важно, чтобы они со школьной скамьи получали качественное образование. То, что Российская Федерация помогает нам по линии образования, такой подход к делу точно отвечает духу евразийства. Я сама мама 4 детей, очень хорошо знаю, как обстоят дела у нас сегодня с учебниками. Они всегда нужны, они всегда востребованы, и они всегда не бесплатно достаются нам, к сожалению. Мы должны ехать куда-то, покупать, родители все в курсе. Здорово, если школа получит в дар эти прекрасные материалы, хоть по чуть-чуть. В этот раз 4 школы будут участниками этого проекта, мы будем надеяться, что это будет укрепляться. Кроме этого, по инициативе представительства Россотрудничества создаются квоты для наших студентов на обучение на бюджетной основе в вузах союзного государства. Благодаря тому, что Киргизия является членом Евразийского союза, ребята-выпускники киргизских школ имеют равные права с выпускниками российских школ и могут, если они здесь у нас не получили квоту, самостоятельно приехать и на равных условиях с российскими школьниками поступить в высшее учебное заведение. Когда мы говорим о евразийском пространстве, то здесь необходимо обозначить основные направления – культура, наука, образование и коммуникационная площадка. Причем эксперты рекомендуют проводить активную работу по каждому направлению. Например, если в культуре необходимо развить киноиндустрию, театр или литературную деятельность, то в образовании имеет смысл определиться со стандартами, возможно, перенимать лучший международный опыт. И в этом контексте Кыргызстану важно использовать потенциал евразийской интеграции для выстраивания более эффективной системы в этой сфере.